А сейчас, понимая, что сегодня завершающий день фестиваля, хотелось бы буквально несколько слов сказать, чтобы обобщить наше представление с вами, профессиональное представление о том, что же такое педагогика удивления. Прекрасно называется фестиваль «Ранний возраст. Педагогика удивления. Лучшие практики воспитания и развития детей от 0 и до 3 лет». И в центре понятие, конечно, в центре понятие «ребенок», но если говорить о нашем профессиональном интересе, мы в рамках фестиваля размышляем о том, что же такое удивление, что такое педагогика удивления. Вот буквально об этом несколько тезисов. Педагогика удивления – это одно из новых направлений в мировой педагогике, особенно по отношению к педагогике раннего детства, потому что удивление – это одна из базовых способностей и одна из базовых эмоций человека, которая развивается особенно бурно в первые годы жизни. И именно с этой когнитивной эмоцией связано познание ребенком окружающего мира и самого себя. Если не будет удивления, если не будет радости, возникающей по поводу, что же совершено в процессе удивления, какое открытие получено, то и не будет развития. Поэтому удивление как запускной механизм, как то, что создает мотив. Мы сегодня говорим о том, что такое образовательная среда. Система мотивирующих условий. Поэтому как раз нужно связать удивление с мотивацией. Поэтому и нам нужно овладевать теми технологиями, которые позволяют создавать те ситуации, которые как раз будут мотивирующими. И в основе, как же нам организовать жизнь детей, какие создать условия для того, чтобы дети действительно могли удивляться. Вот об этом тоже буквально несколько тезисов. Давайте подумаем о том, чем же ребенка можно удивлять. Ребенка можно удивить предметом, а маленький ребенок познает мир предметов, и мир таит для него и очарование, и тайну, и глубину. И через предмет ребенок познает и себя, и окружающий мир, и свои отношения с окружающим миром. И не только познает, но и строит затем отношения с самим собой, с миром. И, конечно, все это происходит через предмет. Как удивить ребенка предметом? Удивить можно фактом, событием, ситуацией, действием, то есть тем, что разворачивается по отношению к этому предмету, с этим предметом, посредством этого предмета, потому что мир для ребенка, маленького ребенка, без предмета не мыслится. И никакая активность, никакая самая-самая современнейшая, интереснейшая деятельность, активность не может быть поддержана, реализована в отсутствии предмета. Таков мир маленьких детей через предмет. И, конечно, не просто через предмет, а через активность по отношению к предмету. И, наконец, то, что связано с методом. И это уже наше профессиональное мастерство. Удивить можно не только предметом, не только действием, деятельностью, но и методом. А что такое метод? Это способы достижения цели. Вот это такая триада, которую мы берем себе на вооружение и размышляем. И вот весь фестиваль ваш как раз посвящается тому, чтобы выделить предмет, которым можно удивить, организовать деятельность, организовать культурную практику, поддержать культурную практику и выйти на поиск, на апробацию методов, на поиск, апробацию наших с вами профессиональных инструментов. И, наконец, еще один третий тезис, который хотелось бы тоже немножко развернуть, о том, какими же способностями обладает современный педагог для того, чтобы действительно осваивать подходы, принципы, методы педагогики удивления. И эти способности, эти компетенции невозможно описать образовательным стандартом, потому что это не столько профессиональные, сколько личностные компетенции и способности. Это, во-первых, широкий кругозор, потому что удивлять можно из какого-то багажа. И это не просто багаж, а в котором все гибко, все очень легко трансформируется, изменяется, в котором можно находить новые связи, закономерности. И это те способности, которые связаны с такими и процессами даже психическими, как, например, творческое воображение, креативность, гибкость, открытость, умение делиться, радовать, сорадоваться. И даже такие очень современные компетенции, как менеджмент, потому что, как ни странно, удивление, а это еще и созвучно современному понятию, бытовому даже, лайфхак, педагогические лайфхаки, связано не только с расширением способностей, кругозора, но и в то же время с экономией.
Когда появляется лайфхак? Когда нужно экономными, оптимальными, рациональными средствами решить какую-то задачу. Из того, что есть под рукой. Не обязательно изобретать все новые и новые предметы, все новое и новое оборудование. Из того, что даже есть в нашем арсенале, из того, что есть в нашем распоряжении, можно, понимая, какая стоит задача, успешно ее решить, если быть настроенным на то, чтобы самому удивляться, открывая новое в окружающем мире, в своей профессии, и, конечно же, благодаря этому уметь удивлять детей. Вот такие несколько тезисов мы с вами обосновали, потому что это связано с пониманием принципов, законов педагогики удивления. И остается только пожелать вам новых открытий профессиональных, радости, сорадости, удивления, соудивления. И, Татьяна Валерьяновна, наверное, опять вам слово передам уже для организационных моментов. Очень рада тому, что вы находитесь в таком профессиональном поиске и делитесь своим опытом и своими находками.